Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Что поменяется в вашей жизни до конца месяца? Что произойдет? И если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, что поменяется в моей жизни до конца месяца? Что произойдет? Так, убираю назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Вам открываются дороги. Вам открываются дороги. Вот что-то сдвинется с мертвой точки. Кто-то вот прям бьется, старается и не получается. А кто-то прям рукой махнул, сказал: да, видал я это дело в гробу, да, не хочу больше этим заниматься, все равно у меня ничего не получается. А вот конец месяца, прям самая крайняя неделька вас порадует тем, что дело это разрешится. Разрешится очень удачно и успешно для вас. Да, мои хорошие, я вас поздравляю. Вы будете тут радоваться, праздновать будете. Будете прям как отмечать даже, да, то, что свершилось это дело, то, что вы в результат вышли наконец-таки. Девочки, кто хотел с личной жизнью разобраться, у вас прекрасная возможность либо восстановить какой-то контакт, возобновить, восстановить, сблизиться даже, да, с каким-то человечком. Вы этого человечка точно знаете, по крайней мере, думаете об этом человеке. Кто-то постоянно думает, может быть, даже надеется, что вот-вот, наконец-таки мужчинка решится, там, подойдет, как-то проявится. Либо думаете, может, мне самой подойти, проявиться в конце концов. Вот. Либо он есть в вашей памяти, вы периодически то ли во сне видите, то ли периодически вот воспоминания всплывают, и вы прям думаете, было бы времени побольше, да, либо какие-то возможности, если бы появились, нам опять с ним поговорить. Вот что-то бы вы хотели прояснить, что-то бы хотели узнать, да, заглянуть еще раз в глаза этого человека. Такая возможность вам предоставится. Идет совершенно случайная, спонтанная встреча. Но она не случайна. Вас тут сведут, столкнут лбами. Действительно сведут. Вам пришло время возобновиться, возобновить ваши связи, ваше общение, и со всеми вытекающими. Вы друг к другу прям приклеитесь. Тут такой живейший интерес идет у женщины к мужчине и у мужчины к женщине. Вот. Вам очень хорошо вместе будет. Очень-очень. Так. Кто-то чего-то добьется, вот с деньгами связано. Деньги материальные, вы чего-то добьетесь, либо добьетесь повышения зарплаты, либо выплаты задолженности, может быть, даже возвращения каких-то долгов. Добьетесь, будет ваша правда, будет ваша воля. То есть, если вам должны, если вам обещали, все вы получите. Вот прям как выбиваете вы из этого человека. Кто-то прям действительно будет выбивать, а кому-то будет достаточно просто заявить о своем желании. Вы получите, денежки получите. Да, и еще момент важный. Я вот вижу в начале месяца, как я понимаю, да, может быть, чуть раньше, вы какой-то хороший поступок совершили. Очень хороший поступок. Кто-то хороший поступок совершил, а кто-то, скажем так, может быть, вас обманули, но вот вы стали жертвой каких-то обстоятельств.
вам воздастся за ваши потери, за ваши страдания, вам воздастся. Ну а кто хороший поступок совершил, тому идет награда. И награда у вас тоже деньгами идет. Деньги материально идет. Вот. Допустим, да, вас обманули на определенную сумму. Вам вернется в 3-5 раз больше. Либо вы сделали хороший поступок, вам нужна определенная сумма денег, вам дадут в 3-5 раз больше. Да? Вот получится у вас раздобыть сумму. Даже не так, не раздобыть, а она как сама к вам идет. То есть деньги пойдут за ваши благородные дела, да, либо за ваши потери вам будет воздаваться. Здесь у меня звезда. Звезда, которую пытаются два человечка, ну вот они ее как делают, либо строят что-то, да, похожее на звезду. Вот. Вы с кем-то вместе, может быть, у вас мечта одна на двоих. Вот человек, кто рядом с вами, он очень, либо она очень постарается, чтобы эта мечта как можно скорее, быстрее реализовалась. Здесь желание вам угодить. Здесь желание вам сделать приятное. Вроде как это на двоих звезда идет, вы вдвоем над этим работаете, но человек ускорится, человек будет прилагать больше усилий, больше вкладываться. То есть желание вас порадовать, это очень приятно. Так, по поводу здоровья, мои хорошие, могут быть отеки. Отеки и кто-то лишний вес наберет. Ну что, буду говорить, как вижу. Не обижайтесь на меня за такие предсказания, но говорю, что вижу. С отеками надо бороться. Это какое-то состояние, чем-то вызвано. Я не доктор, сказать вам не могу. Лучше обратиться к специалисту. Я вижу, что можно решить. Вот не отмахиваться от проблемы, а ее нужно будет решать. Так, а что касается набора веса, мои хорошие, лишнее кушаете, лишнее себе позволяете, кто-то стресс заедает, кто-то, может быть, действительно контроль над собой потерял. Да. Здесь, конечно, все в ваших руках, но это нехорошо. Нехорошо. Если, конечно, вы там анорексией страдали, в вашем случае, конечно, плюс. А если вы обычная женщина, которая жирком начинает обрастать, тут надо задуматься. Надо задуматься, и, девочки, за собой надо следить. Вот. Контролируйте эти все процессы. И смотрите, у вас от повышения килограммов, от повышения веса, у вас могут быть проблемы с ногами. Может, кстати, отеки у вас идут, что вы вес набрали. И питание. Может быть, соленого много кушаете. Может быть, сладкого много кушаете. Как не выводится жидкость из организма. Может быть, даже это какая-то комплексная проблема. В любом случае, девочки, следите за собой. Не уходите во все тяжкие и посещайте специалистов. Это очень важно для вас. Так, еще вижу какое-то желание заниматься спортом, либо какой-то активностью. Оно у вас как проснется, так и заснет, честное слово. Может быть, вы и пойдете в спортзал, на фитнес, на танцы, да, пойдете. 1-2 занятия и все, и больше не захочется. Мои хорошие, это, конечно, хорошая идея, да, затея замечательная, но вы не спешите с оплатой. Вы запросите пробное занятие. Может быть, это не ваше, может быть, вы не готовы ни морально, ни физически к тому, чтобы заниматься спортом. Не сильте себя, пожалуйста, и не делайте предоплаты, потому что я вижу, что вас максимум на 2 занятия хватит. А потом планы переменятся, какие-то другие возможности появятся, и вы не станете туда ходить. Чтобы вы денежку просто так не тратили, да, лучше оплачивайте по занятиям. И, конечно же, опирайтесь от своего самочувствия. Так, мужчина, кто рядом с вами находится. Какие-то результаты пойдут. Человек прям рыбу домой тащит. Рыбу. Рыба — это деньги, это какие-то блага, да, что-то прям материальное. Можно потрогать, пощупать. То, чему можно очень порадоваться. У кого-то мужчина за голову возьмется.
на работу, например, устроиться, да, либо для дома что-то будет покупать, для вас будет покупать. Как-то вот себя проявит, причем проявит очень хорошо. Так, девочки, у кого мужчинки пьющие, там какой-то загул намечается. Мужчина может уйти вот просто в бутылку с головой. Но это не будет прям какой-то тотальный запой. Может быть, пару дней. Где-то погудит, покуролесит. Там какой-то друг виноват. Вот куда-то его прям тащит. Тащит и тащит, тащит и тащит. Он-то вроде от девочки отказывается. Но он то ли себя контролировать не может. Да, чуть-чуть крышку понюхал и все, уже за уши не оттянешь. Вот. Вы сильно там на него не обижаетесь. Знаете, что его вина частичная. Его просто туда затянули. Да, затянули на эти гульки, на это попоище, так даже можно сказать, затянули. Девочки, ну ему лечиться надо. Надо лечиться. Вот. Может быть, уже лечили, не помогло. Но вы еще попробуйте, не сдавайтесь. Он уже и сам хочет от этой зависимости избавиться. Это очень хорошо. Кстати, девчонки, кто с зависимостью сами были, да, вот почему так сигареты идут, курение, сигареты, вейпы. Я вижу у вас отвращение к этому делу. Может быть, какой-то фильм посмотрите, может быть, какого-то доктора послушаете, не знаю, книжку почитаете, может быть, какие-то лекарства принимаете, либо начнете принимать. У вас идет отвращение ко всему, что связано с сигаретами, табаком, вейпингом, да, то есть просто вот фу и все. Избавитесь от этой дурной привычки. Так, какое-то приобретение идет, но это одежда. Эта одежда вы для себя будете покупать. Либо с рук будете покупать, да, кто-то купил себе, да, не подошло и продает, например, в интернете. Либо по знакомым продает. Либо в магазине будете, может, на рынке будете покупать. Какая-то вещь интересная, она на первый взгляд вот вам не очень понравится. Ну, вещь как вещь, да. А вы как померяете, ну прям ахнете. Как вот вам прям подходит. Это ваше, сидит как влитое. Вот. Будете, конечно, думать, покупать, не покупать, но все-таки купите. Это прям самая лучшая покупка этого месяца идет. Вот проносите эту вещь, несколько сезонов прям проносите, и будет как новая, прям тут-тут-тут. Очень качественная, просто замечательная покупка. Будете очень рады этой покупке. Так, дети у меня вышли, дети. У детей в школе могут быть какие-то проблемы, либо проблемы, связанные со школой, да. Будете решать, будете порядки наводить. Какие-то разборки могут быть у вас с преподавателями. Вот. Не могу сказать причину, но вижу, что вы прям плотно занимаетесь каким-то вопросом, связанным с детьми и со школой, с учебным учреждением. Так, девочки, у кого детки маленькие, детки могут болеть. И я так понимаю, что если вы работаете, то у вас постоянный какой-то больничный идет. Знаете, вы не обижайтесь ни на что и не думайте, вот за что мне это все, почему дети болеют. Лучше действительно побудьте дома со своим ребенком. Ну вот не просто так ваш ребенок болеет. Вот действительно вам и вашему ребенку надо побыть дома. Вот просто доверьтесь высшим силам и не думайте ничего дурного. Это идет во благо. Да? Пусть так оно и будет. Так, кто переживает за свою работу, да, для вас прям главный вопрос. Никаких прям таких изменений серьезных, глобальных у вас не будет. Вот как есть в сегодняшнем дне, так и будет. Разве что кто ищет работу. У вас большой выбор, не знаю, вариантов, предложений. Вы будете подбирать вот то, что вам идеально подходит. Знаете, никто вас не подгоняет. Вы спокойненько вот сидите, прям я вижу, выбираете, прям сидите, там плюсики, минусы ставите, где вам очень нравится, где не очень, где зарплата повыше, где условия получше. Хорошее время, вы себе подберете замечательный вариант.
Очень замечательный вариант. Так, я вижу, здесь кто-то то ли кредит хочет брать, то ли какую-то, может быть, даже ипотеку. Ну, что-то большая сумма денег фигурирует. Вам откажут. Вам откажут, а вы и прям поблагодарите за то, что вам отказали. Поверьте, там что-то скрыто такое страшное, что лучше об этом и не знать. Какой-то обман. Может быть, знаете как? Вам дали, как... Вернее, ну, объяснили, да, что вы будете платить там определенную сумму. А если бы вам одобрили этот кредит, то эта сумма там увеличилась бы в несколько раз. И вы бы ничего доказать не могли. Прям как в кабалу бы попали. Понимаете, вот это страшно. Вот идет отказ, как уберегает вас от этой кабалы. Вот, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Будет другое время, будет другой, например, банк, либо кредитное учреждение. То, чего вы хотите, вы получите. Так или иначе вы получите. Вот, но не сейчас, не сейчас. Сейчас нет хороших условий для того, чтобы вы могли заключить, ну, допустим, такую сделку с кредитным учреждением. Лучше дождитесь. Так. Кому предстоит оформление каких-то документов, справок, лицензий, там, оформление, получение, ну, какая-то вот работа именно с документами. Вот. Вы вот почему-то готовитесь к самому худшему и думаете: о, помытарят, ноги об меня повытирают, ждать буду до бесконечности. Вы знаете, как-то быстро все пойдет, легко и быстро. Там список документов сократится, ну, в половину. Время ожидания там, ну, буквально там неделька, 10 дней. Как-то прям пойдете, удивитесь, обалдеете, сами себе не поверите, да, что вот все так просто. Вот, легко получите и оформите все документы, которые вам нужны. Очень легко, прям на одном дыхании, как говорится. Так, девочки, вот кто с мужчиной встречается. Мужчина вам что-то подарит, но это похоже на телефон. Телефон, планшет, но компьютер нет. Небольшое что-то, небольшое, на телефон похоже. Телефон либо таблетка, да, планшет. Мужчина подарит. Может быть, не совсем то, что вы хотели. Да, может быть, вы там хотели, ну что там, iPhone, да, а он вам подарит там, Samsung. Но, тем не менее, девочки, то, что он вам подарит, оно будет либо более практично, либо вам больше подойдет вот в плане управления. Вы не спешите там на мужчину кидаться и говорить: ах ты жадина, ты не купил мне iPhone, да как так? Вот. Вы немножко поковыряйтесь с этим гаджетом, вот, вы поймете, что вам легче вот именно с этим работать, да, с гаджетом. Вот. Лучше поблагодарите и свои пожелания в будущем четко прописывайте, либо озвучивайте. Он и так бедненький там ходил, пыхтел, чтобы вам такое выбрать, чтобы вам понравилось, и чтобы удобно было пользоваться, и чтобы вы прям счастливо себя почувствовали. Ну, подарок идет, хороший подарок, дорогой подарок. Главное, что в управлении вот вам легко будет этим пользоваться. Так, у кого-то еще идет родственники, поездка к родственникам, либо родственники к вам приедут. Знаете, как сначала все хорошо, люди вот прям рады друг другу, обнимаются, целуются, а потом какие-то начинаются, да, там поучения, нравоучения, претензии даже какие-то могут быть. А запомните, с родственниками нужно видеться, ну, либо не часто, либо как-то, знаете, приехал и уехал, чтобы не успеть друг другу надоесть. Вот, поэтому, мои хорошие, если едете кому-то, едьте ненадолго. Если к вам приехали, ну, так договаривайтесь, чтобы на несколько дней, да, не больше. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.